Сначала озвучим актуальный курс валют. Итак, по информации Центробанка России, 1 доллар подорожал за сутки сразу на 10 рублей и стоит сегодня 93 рубля 56 копеек. Евро тоже стал дороже более чем на 10 рублей и остановился на отметке 104 рубля и 48 копеек за единицу. Покупает сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк. Доллар за 93 рубля и 54 копейки, евро за 101 рубль и 50 копеек. Самый выгодный курс продажи доллара и евро сегодня у Сбербанка. Доллар продают за 111 рублей 55 копеек, евро за 124 рубля и 21 копейку. Сбербанк с 1 марта повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5% пункта до 18,6%. В Сбербанке напомнили, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет. Отмечается, что клиенты банка могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также подтверждении дохода или его части выпиской из пенсионного фонда. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования застройщиками. Также с 1 марта Сбер существенно повысил ставки по рублевым депозитам Сбервклад, Сбервклад Прайм и Промо-Управляй и предложил клиентам новые вклады в долларах США и евро. Максимальная доходность по депозиту Сбервклад Прайм теперь составляет 18% годовых. Банки начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам вслед за скачком ключевой ставки. Напомним, на внеплановом совещании Центробанк из-за нестабильности финрынков на фоне санкций Запада повысил ключевую ставку в 2 раза, до 20%, что стало абсолютным рекордом за всю историю жилищного кредитования. На изменения рыночной конъюнктуры оперативно начали реагировать как Сбербанк, так и другие коммерческие банки. Так, Алмаз-Эргиен-банк с сегодняшнего дня повысил ставки по ипотечным продуктам до 22,5%. При этом субсидированные программы, в том числе и дальневосточная ипотека, остаются без изменений. У нас потребительские кредиты начинаются от 25 годовых. Мы ставки изменили сегодня. По ипотеке у нас ставки от 22% годовых, но программа дальневосточной ипотеки у нас до сих пор действует. По-прежнему она будет действовать до 2024 года, мы надеемся, и ставка по ней 0,1% годовых на первичном рынке. Ну, каждый делает свой выбор. Мы, в принципе, видим, что интерес есть. Однако, я думаю, что ключевая ставка через какое-то время придет в норму, соответственно, ставки уже будут гораздо ниже. Мы видим, да, что экономический шок произошел. Судя по предыдущим кризисным ситуациям, мы видели, что ставка в дальнейшем постепенно снижается. В принципе, это направлено на то, чтобы увеличить стоимость денег, чтобы предотвратить инфляцию и экономические шоки. Поэтому я думаю, что в скором времени ситуация нормализуется. Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран в ответ на санкции Запада. В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств, говорится в пресс-релизе Росавиации. Ограничения распространяются на авиакомпании из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Франции, Швеции и других европейских государств. Россия и Украина договорились провести еще один раунд переговоров. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации завершились. Стороны договорились провести новый раунд. Встреча проходила в Гомельской области Белоруссии. Она продолжалась почти 5 часов. Как сообщил по итогам переговоров член российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, участники подробно прошли всю повестку. Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить
переговорный процесс. Вот следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность. До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны. Все. Спасибо. Между тем, из-за ситуации в Украине в отношении нашей страны были применены очередные санкции. Это третий пакет санкций Евросоюза. Он стал самым крупным и затрагивает финансовые, энергетические, транспортные и технологические секторы, а также визовую политику. Подробнее о последствиях в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Пакет санкций еще больше расширяет существующие финансовые ограничения, но они в основном касаются крупных отечественных компаний, которые напрямую работают на зарубежном рынке. Внутренний банковский сектор, перевод денег и другие операции физических лиц не пострадают, так как в нашей стране работает своя система банковских операций, аналог системы SWIFT, система быстрых переводов или СПБ, и для юридических лиц система СППС. Во-первых, Россия живет под санкциями с 2014 года, поэтому это для нас не новость. С тех пор страна и предприятия в России подготовились к возможным ужесточениям различным. Да? Новые санкции, которые были обнародованы вчера, они уже были просчитаны, к этому предприятия были готовы. И сейчас, на данный момент, в том числе финансовые учреждения осуществляют свою рабочую операционную деятельность в штатном режиме. Что касается запрета экспорта товаров и технологий для авиационной и космических отраслей, а также запрета на предоставление связанных с ними услуг по страхованию, тут вопрос пока остается открытым. По словам Юрия Николаева, председателя постоянного комитета Госсобрания Илтумен по бюджету и финансам, этот вопрос сейчас прорабатывается как с федеральными властями, так и региональными, так как сегодня авиакомпания «Якутия» имеет ряд воздушных судов, которые обслуживаются американскими компаниями в том числе. К сожалению, с отзывом своих самолетов с лизинга, это Аэробасов сегодня озвучено, да, сегодня озвучено и Боинги 737, это, конечно, создаст для нас большие проблемы. Сегодня вот как раз мы на бюджетном комитете будем рассматривать оказание финансовой помощи авиакомпании «Якутия», полярным авиалиниям по лизинговым платежам, по кредитным платежам, в целом по ремонту техники, да, конечно же, эти санкции повлияют и на эти направления однозначно, но мы надеемся, что Российская Федерация готова рассматривать эти вопросы путем выкупа этих самолетов, например, да, один из таких выходов. Что касается цен на технику, компьютеры и телефоны, то в столице региона ситуация пока под контролем. По словам предпринимателей, поставщики и дилеры еще не сообщали о росте цен на завозимую технику. Мы работаем по рекомендованным розничным ценам. То, что продается в Москве или продается в Якутске, цена одинаковая. Но на сегодня ни одна из фирм-поставщиков нам не дала команду на повышение цен. Поэтому, в принципе, у нас цены остаются в тех рамках, которые были месяц назад и полгода назад. Между тем, региональные власти подняли вопрос корректировки республиканского бюджета на этот год. Рассмотрение этого вопроса состоялось сегодня на заседании Постоянного комитета по финансам и бюджету Госсобрания Илтумен. Окончательное решение по нему будет еще не скоро. Комитет данный вопрос будет рассматривать еще несколько раз. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск. На базе ресурсного центра добровольчества Якутии с 22 февраля в Якутске работает пункт помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Координируют работу волонтеры штаба «Мы вместе» совместно с Общественной палатой. Жители Якутии могут помочь тем, кто оказался в сложной ситуации и был вынужден покинуть свой дом. Ульяна Шагина продолжит. Столичный предприниматель Вячеслав Решки также решил не оставаться в стороне. Волонтерству ему не привыкать. В ресурсном центре добровольчества компания Вячеслава – постоянный помощник. Независимо от ситуации в стране, нужно делать добрые дела. Потому что это гражданский долг. Важно, что есть люди, которые в нужде. Мы работаем с центром давно. Регулярно поставляем и одежду ребятам, и антисептики, перчатки, потому что они работают с малосемейными, с пенсионерами. И с 2020 года мы активно работаем с волонтерским центром. Сами являемся волонтерами. Пункт
Пункт сбора по адресу Орджоникидзе, 10 работает без выходных с 10 утра до 8 часов вечера. Неравнодушные горожане очень активны, подчеркнули в штабе. Везут все от продуктов питания и до одежды. Якутяне не оставляют в беде тех, кто сегодня нуждается в помощи. Сегодня, допустим, привезли, как мы видим здесь, одежду. Есть даже компании, которые коробками везут постельное белье, чайники. И здесь даже есть, мы видим, допустим, гирлянда, может быть, кто-то использует ее через год. А также, конечно же, это детские товары, каши, пюрешки. Ну и, конечно же, помимо канцтоваров, это медицинские товары, которые также сейчас актуальны. Но люди активно подключаются более-менее. Помимо этого у нас заработала горячая линия, да, по которому можно обратиться по поводу оказания гуманитарной помощи. Да, это 508-892, 508-893, где можно тоже также позвонить и уточниться и перевозить гуманитарную помощь. Помимо этого, через сайт Российского Красного Креста для беженцев из Донбасса, основная масса которых сейчас базируется в Ростовской области, можно перевести и финансовые средства. Между тем, Алданский район также готов принимать от населения гуманитарную помощь. Он будет открыт в городе Алдан, улица 1 квартал, дом 6. С 12 до 3 часов мы принимаем гуманитарную помощь от населения. Хочу сообщить, что уже поступают звонки о том, что люди с радостью помогут. И у меня уже полный багажник новых вещей, и которые, естественно, пойдут для беженцев, в помощь для беженцев. Работники пункта отметили, что предметы гуманитарной помощи должны быть новыми в цельной упаковке с этикетками в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. К другим темам. 3 человека получили травмы при обрушении горной породы на шахте Денисовская в Якутии. Им оказана медицинская помощь. Сейчас пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, угрозы их жизни нет. Следственными органами Следственного комитета России по Якутии проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы на шахте Денисовская, говорится в сообщении. Согласно данным следствия, незадолго до происшествия в районе был зафиксирован подземный толчок земной коры. На место происшествия выезжал следователь, который провел осмотр, опросы, организовал иные первоначальные проверочные мероприятия. Следственным отделом по городу Нерюнгри Республики России по республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы на шахте Денисовская. По предварительным данным, травмированы 3 человека, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, угрозы для их жизни не имеется. Согласно данным следствия, незадолго до происшествия в районе был зафиксирован подземный толчок земной коры. На место происшествия выезжал следователь регионального следственного комитета, который провел осмотр, опросы, организовал иные первоначальные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Новый месяц, новые правила. С сегодняшнего дня начинают действовать законы, и коснутся они недвижимости, трудовых отношений, оборота оружия и, конечно, транспорта. На этом пункте остановимся подробнее. Так, в первый весенний день водителям нужно знать об измененном порядке выдачи медсправок, ранее лишенным прав. Новшество и в автошколах. Теперь они должны направлять в ГИБДД заявления с количеством экзаменуемых, датой проведения экзаменов, а также перечислением категорий транспорта. Также автомобилистам нужно знать, что с 1 марта увеличат штрафы за отсутствие карты техосмотра. Об этом детально нам расскажет моя коллега Мадина Халикова. Она выходит на прямую связь со студией. Мадина, здравствуй. Расскажи, кому необходимо иметь документы о техосмотре и какой размер штрафов ждет за его отсутствие. Здравствуй, Сергей. Мы сейчас находимся в пункте техосмотра в Якутске. Сегодня здесь большой ажиотаж. Общественный транспорт приехали осматривать на все технические соответствия. И хочу напомнить, что сегодня, 1 марта, вступают новые правила для техосмотра. Во-первых, это, конечно же, ужесточение техосмотра. Например, удаленно сделать
на фотошопе теперь ничего не получится, эту карту, потому что фотографии должны быть 2 вместе с инспектором, и к фотографиям тоже есть особые требования. Кроме того, если будет отсутствовать карта техосмотра, будет штраф 2000 рублей. Раньше этот штраф составлял от 500 до 800 рублей. Ну а кому же требуется техосмотр, а кому его проводить не нужно, нам расскажет Дмитрий Гиляев. Это государственный инспектор по безопасности дорожного движения. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кому обязательно нужно проходить техосмотр, а кому этого делать не нужно? Ну, начнем с того, что техосмотр не требуется на легковые автомобили, грузовые автомобили, которых масса не превышает 3,5 тонн, мототранспорт, прицепы. До 4 лет с года изготовления не требуется, с даты выпуска, а также прицепы, мототранспортные средства, легковые автомобили, которых мототранспортные средства, легковые автомобили, используемые в качестве личных целях, исключительно в личных целях. Техосмотр не требуется. Техосмотр обязателен в случае проведения процедуры внесения изменений в конструкции транспортного средства, независимо от года изготовления, и в случаях постановки на государственный учет, смена владельца, например, если прошло уже более 4 лет, техосмотр обязателен. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, а я хочу уточнить, что, конечно же, такси, автобусы или тот транспорт, который перевозит опасные грузы, должен обязательно проходить технический осмотр. Это, конечно же, зависит это, конечно же, важно для безопасности дорожного движения, особенно сейчас, когда на улице достаточно скользко, есть гололедица, потому что наступило тепло. Ну и, конечно же, сейчас по вечерам уже собираются пробки, поэтому, конечно, желаю всем хорошо добраться до дома и следить за техническим состоянием своего автомобиля. Сергей. Мадина, спасибо. Ну, а мы идем далее, продолжаем наш выпуск. Шотландские палеонтологи рассказали об обнаружении в 2017 году прекрасно сохранившихся останков самого крупного из известных науке птерозавров юрского периода. По их словам, ящер весил около 10 килограммов и имел размах крыльев 2,5 метра. Продолжит Артем Сторонов. Окаменелая челюстная кость, выглядывающая из глыбы известняка на побережье шотландского острова Скай, привела в 2017 году к обнаружению останков крупнейшего из известных науке птерозавров юрского периода. Вид назвали яркскиенак, что в переводе с гельского языка означает «крылатая рептилия». Это превосходный скелет. Кости сохранились в 3 измерениях. Ему около 170 миллионов лет, и он большой. У этого животного был размах крыльев более 2,5 метров. Это примерно как у самых крупных существующих ныне птиц. В те времена Великобритания находилась ближе к экватору и состояла из группы небольших островов. Именно тогда и жил здесь этот ящер, питавшийся рыбой и кальмарами. Ученые говорят, что такая находка – большая редкость, поскольку у птерозавров очень тонкие кости. Поскольку птерозавры были летающими животными, они должны были быть очень легкими и иметь очень тонкие кости. Это означает, что они не очень хороши для сохранения в течение 170 миллионов лет. Это огромный период времени для кости толщиной в 1 миллиметр. И все же наш птерозавр пережил этот процесс. Причем это не самый крупный из известных науке птерозавров. Обитавшие на миллионы лет позже в меловом периоде виды достигали гораздо больших размеров, имея размах крыльев до 11 метров, примерно как у современного истребителя. Однако для юрского периода, к которому принадлежит данная находка, этот птерозавр был очень большим. Причем, по словам ученых, данная особь была достаточно молодой, то есть во взрослом состоянии размах его крыльев мог достигать 3 метров. В большинстве же своем птерозавры юрского периода были размером примерно с чайку. Ветер с порывами до 135 километров в час захлестнул Мадагаскар с приходом циклона Эмнати, 4-го мощного шторма, который обрушился на остров в Индийском океане за последние 5 недель.
Ветер с порывами до 135 км в час захлестнул в среду Мадагаскар с приходом циклона Эмнати, четвертого мощного шторма, обрушившегося на остров в Индийском океане за последние 5 недель. Страна до сих пор восстанавливается от урагана Батсирай, который 5 февраля стал причиной гибели 124 человек, разрушил или повредил более 120 тысяч строений и вынудил около 30 тысяч жителей покинуть свои дома. 22 января на Мадагаскар обрушился тропический шторм Ана, а на прошлой неделе циклон Думака унес жизни по меньшей мере 14 человек. По данным правительственной службы по вопросам рисков и стихийных бедствий, из районов, на которые обрушился Эмнати, были заблаговременно эвакуированы свыше 30 тысяч жителей. Вечером в среду циклон ослаб до тропического шторма, скорость ветра упала до 100 км в час. О жертвах или разрушениях сообщений не поступало. По прогнозам межправительственной группы экспертов по изменению климата специального подразделения Организации Объединенных Наций, количество мощных тропических циклонов будет увеличиваться. Boeing и Airbus выступили против развертывания сетей 5G. Они боятся, что новый формат передачи данных скажется на безопасности полетов. Подробности далее. Руководители Боинга и Airbus призвали правительство США отложить внедрение 5G, заявив, что это может нарушить работу летного оборудования. Исполнительный директор Боинга Дэйв Колхун и генеральный директор Airbus Americas Джеффри Ниттель написали в понедельник совместное письмо министру транспорта Питу Бутиджичу. По их мнению, воздействие волн Си-диапазона 5G скажется на безопасности полетов. Авиационная отрасль и Федеральное управление гражданской авиации США ранее выражали обеспокоенность по поводу планов операторов мобильной связи AT&T и Verizon по развертыванию беспроводной сети 5G в начале следующего года. Так, государственное ведомство предупредило о помехах для чувствительной электроники самолета, такой как радиовысотомеры, которые могут приводить к отклонениям от курса. Развертывание сетей уже было отложено один раз, чтобы применить меры предосторожности, но авиационные группы заявили, что принятых шагов недостаточно. Boeing и Airbus предложили ограничить передачу данных сотовой связи в аэропортах и других важных районах. Между тем, торговая ассоциация CTIA, представляющая индустрию беспроводной связи, заявила, что 5G безопасен и обвинила авиационную промышленность в искажении фактов и разжигании страха. Детеныш тюленя редкого вида, который отбился от своей матери в Греции, спасся благодаря усилиям ученых. Они ухаживали за детенышем 4 месяца, а потом выпустили в дикую природу. Тюлененка редкого вида, которого выбросила на берег в Греции в октябре, выходили и вернули в естественную среду обитания. Детеныша средиземноморского тюленя-монаха обнаружили на пляже на острове Эвия местные жители. Животному, которое отбилось от матери, была всего неделя. Самку взяли под опеку ученые из греческого сообщества по охране тюленей-монахов. Животное, которое назвали Эви, кормили через трубочку. Сначала пюре из рыбы, потом филе, а затем ему бросали целую рыбу в бассейн. Спустя 4 месяца Эви выпустили в море у берегов острова Ярос. Ученые рассчитывают, что она найдет свою семью. Всего в мире насчитывается около 600 особей тюленей-монахов. В Греции обитает около 300. Зоозащитники спасли 31 животное, и половину из них успешно выпустили в дикую природу. Возвращаемся в Якутию. В республике состоялся отчет правительства в Мирнинском районе. Лесные пожары, эпидобстановка и демографическая ситуация. Основные вопросы, которым было уделено особое внимание. На сегодняшний день Мирнинский район вносит существенный вклад в экономику республики. По словам вице-премьера Ольги Балабкиной, развитие Мирнинского района идет по несколько иному сценарию, в связи с чем периодически возникают вопросы, связанные с межбюджетными трансфертами отношений республики и органов местного самоуправления. Район вообще сам по себе в целом самодостаточный. Значит, однако есть проблемы, которые нужно решать все вместе. И прежде всего это проблема демографии в этом районе. Это проблема и это, соответственно, вопросы, которые нужно ставить остро, четко и понимать, по какому плану мы идем. Экономика в целом развивается в Мирнинском районе на достаточно должном уровне, однако необходимо подтягивать и социальную сферу, и демографические показатели.
В Якутии определят 100 креативных лидеров региона. В столицу республики прибыли федеральные эксперты ведущих отраслей, чтобы провести исследования среди специалистов креативных сфер, значимых для экономики республики. Подробности в следующем сюжете. В точке кипения собрались специалисты креативных профессий. Здесь и представители театрального и киноискусства, рекламы и маркетинга, фотографии, дизайна, IT-технологий и других. В период пандемии они доказали и показали, как можно сохранить и развивать свой бизнес. Ведь в сложное время эти люди не забросили свое дело. Сегодня все они ожидают встречи с федеральными экспертами, которые прибыли в столицу республики. Основная задача – определить 100 креативных лидеров Якутии. Сейчас очень много происходит изменений, которые связаны с развитием креативных индустрий, которые являются частью креативной экономики. И как раз в стратегии развития республики до 50-го года креативной экономике уделяется очень большая роль. И благодаря тому, что креативной индустрии уделяется большое внимание в республике, наш регион стал третьим среди субъектов страны, где проводят такое исследование. В его рамках опросят не менее 200 отраслевых экспертов и лидеров мнений. Отбор кандидатов пройдет по критериям. Основные – стремление и способность создания общего видения развития в своей категории, поиск и использование новых методов, таким образом достижение значимых изменений для общества. Люди, которых выявляют, это верифицированные экспертами лидеры своих сегментов. Благодаря этому можно с этими людьми выстраивать экспертные сообщества, использовать их проекты в качестве проектов, которые могут представлять регион. Это позволяет использовать в том числе их в качестве консультантов, жюри, людей, которые могут представлять регион в различных советах и так далее. Нам нужно будет очень сильно сориентироваться на внутренний спрос, на внутреннее производство, и поэтому понимать, у кого, что называется, в руках наилучшие позиции по различным направлениям. Чтобы провести исследование, Федерация креативных индустрий подпишет соглашение с Корпорацией развития Якутии, а результаты станут известны уже весной. Лучшие в отрасли значительно смогут расширить свой потенциал на конкурентном рынке. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. И в продолжение темы креативных индустрий 25 марта в Якутске уже в 4-й раз состоится стартап-тур. Программа включает в себя 5 основных частей, каждая из которых даст новый опыт представителям сферы IT-технологий. В IT-парке побывала и наша коллега Надежда Саханская. Она расскажет о сути мероприятия более подробно. Коллеги, приветствую. Прямо сейчас мы находимся в IT-парке, технопарк Якутия, где, естественно, выяснили обстановку по поводу грядущего мероприятия «Стартап-тур». Следует отметить, что на протяжении уже более 10 лет фонд Сколково проводит это самое мероприятие «Стартап-тур», которое направлено на поиски лучших технологических решений и популяризацию инновационного предпринимательства в регионах России. В частности, в Якутии он уже проводится в 4-й раз. Программа абсолютно бесплатна для участников и включает в себя 5 секций. Это конференции, конкурс, образовательная часть, менторская часть и онлайн-выставка. В целом о подготовке к мероприятию и также о силах IT-столицы Дальневосточного федерального округа мы поговорили с директором технопарка Якутия Петром Габышевым. Предлагаю послушать. Не первый раз проходит? 3-й раз проходит в Якутске. Что ждет участников? 4-й раз проходит в Якутске. Участники получат неоценимый опыт выступления перед самыми опытными менторами, когда придут из Сколково, получат отзыв о своем проекте, получат, скажем так, напутственные слова, что нужно там исправить, может быть, что-то подкрутить в их проекте, услышат актуальность проекта, возможно, какие-то там замечания, пожелания, а также поучаствуют в конкурсе, где можно выиграть 300 тысяч рублей. Какие-то испытания для участников из года в год повторяются или каждый раз? В принципе, это проходит в одном формате, наверное, это первая половина дня это будет обучающее, значит, они услышат какие-то новые направления, актуальность, услышат советы от менторов, а вторая часть это питч-сессия проектов, и по итогам будет уже, значит, объявлен победитель конкурса проектов. Есть какие-то проекты, которые вы можете отметить 4 года, учитывая, что стартап-тур проходит? Ну, сейчас это, наверное, на слуху Сибирь, наш проект, который по ковиду сейчас они сильно продвинулись, поэтому считаем, что Сибирь очень себя хорошо показывает. Это Фантастик, который тоже сейчас у всех на слуху.
с своими игровыми проектами. Да? Кроме того, компания Хатубакт, которая сейчас выпускает БАТ от ковида. То есть, есть чем что показать, еще похвастаться. Вот сколько у нас не было, получается, с 2019 года уже какие-то проекты по дизайнерам появились новые и развились, поэтому мы считаем, что сколько будет довольно. Отмечу, что сам стартап-тур начнется 25 марта. Заявку можно уже оставить на сайте startup-tour.ru. И, конечно же, мы продолжим следить за новостями из IT-парка Республики. Коллеги, передаю вам слово. Долгожданное событие для ленских студентов. После переговоров приобретено здание для Ленского технологического техникума, единственного среднеспециального заведения в районе. Правительству республики эта покупка обошлась в 90 миллионов рублей. В здании идут ремонтные работы, когда студенты смогут обучаться в новом здании, узнавала Анна Кожевникова. Солнечные просторные аудитории с хорошей вентиляцией готовят для студентов Ленского технологического техникума. В здании, приобретенном правительством Якутии, начался ремонт для того, чтобы привести его в соответствие со всеми требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и пожарной безопасности. О новом здании студенты Ленского технологического техникума мечтали давно. И вот, наконец-то, заветная цель стала ближе. К сентябрю шум строительных инструментов стихнет, и кабинеты будут наполнены обучающимися. Здание нужно привести в соответствии с требованием к ведению образовательной деятельности и для получения лицензии, чтобы мы могли приступить уже с 1 сентября и войти в это здание. У нас разработана проектно-сметная документация. Она составляет 19 миллионов рублей. Выделены средства, 13 миллионов, как раз у нас сейчас спущены на ремонт. Ну и, конечно, суммы еще 7-8 миллионов не хватает. Сейчас в здании идет демонтаж стен для расширения кабинетов. Основной упор сделан на монтаж вентиляции. Это самые ресурсы и трудозатратные работы. Также будет установлена система пожарной сигнализации, заменена канализация и водоснабжение. Это первый этап. Общестроительные работы будут во втором этапе. То, что мы на сегодняшний день заключили договор на первый этап, сроки выполнения работ до 30 апреля. Материалы мы все оборудование заказали, все нормально, все в срок, успеем, сделаем. А вот на второй этап пока необходимо изыскать дополнительные средства. Само здание правительству республики обошлось 90 миллионов рублей. Но такая дорогостоящая покупка вполне обоснована. Сегодня Ленский технологический техникум – это достойное среднеспециальное учебное заведение с квалифицированными преподавателями, высоким конкурсом для поступающих, современным оборудованием от ведущих компаний с мировым именем, практикой на объектах нефтегазодобывающих предприятий, работающих на территории Ленского района. А скоро появится и новый облик учреждения. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Любой житель республики может проверить качество и безопасность продукции с помощью специалистов Центра пищевых технологий. Предприятие открылось год назад, проводят 4 типа технологических исследований. За год специалисты могут проводить 12 тысяч анализов. Это проверка качества молочных и мясных продуктов, мучных изделий, овощей, даже исследуют виноводочную продукцию. А с этого года специалисты Центра пищевых технологий планируют исследовать школьное горячее питание. Сегодня на федеральном уровне очень большое требование, и сейчас вводится национальная система управления качеством пищевой продукции. Вот поэтому как раз-то мы вовремя созданы. Мы должны своим предприятиям помогать, потому что сегодня мы на этот счет радоваться не можем, потому что большинство предприятий у нас не могут гарантировать качество выпускаемой продукции от того, что у них нет лабораторий. Они мониторить свою продукцию не могут. Поэтому это каждый день, это большая работа. Как сырье поступило дальше по технологическим картам, все надо делать. И потом вот уже до логистики. 103 года назад, в 1919 году, при системе уголовного розыска был создан кабинет судебной экспертизы. Первое экспертное подразделение в органах внутренних дел. Направлений в деятельности криминалистов великое множество, от выявления фальшивых купюр до проведения сложных тестов на обнаружение наркотиков. Чуть подробнее с работой криминалистов познакомился наш коллега Александр Хавренко. Сегодня свой персональный праздник отмечают эксперты-криминалисты. Для многих из нас, конечно же, в первую очередь люди этой профессии ассоциируются с такой экспертизой, как дактилоскопия, снятие отпечатков пальцев, что, собственно, сейчас мы и будем делать.
Но это далеко не единственный вид исследований, который проводят специалисты этой профессии. Также эксперты проводят баллистические экспертизы, химические исследования, выявление фальшивых купюр. Работа криминалистов – это огромная помощь для следствия. Кстати, опытный эксперт-криминалист может практически на ощупь определить поддельную купюру, даже если подделка очень хорошего качества. Но, как говорится, ощущения к делу не пришьешь, и надо проводить исследования. Года где-то 2 купюры в месяц. И в основном 5000-е приходят. Александр Рыкунов по образованию химик. Но судьба распорядилась так, что после института он попал в эксперты-криминалисты. Я начинал свою службу с 2009 года. Пришел, когда еще была милиция, под конец, скажем так, милиции. Меня позвал мой хороший знакомый. В детстве я не думал, что я стану, честно, милиционером или полицейским, но после того, как я попал сюда, я понял, что это очень интересная и увлекательная работа. Еще бы, ведь работает Александр в лаборатории ДНК-исследований. И, по его словам, каждая экспертиза – это как маленькая научная работа. Наш отдел исследует именно ДНК. Если раньше генетическая экспертиза в силу своей трудоемкости и назначалась исключительно по резонансным и тяжким преступлениям, то сейчас следы биологического происхождения, пригодные для геномной информации, отрабатываются по расследованию большинства преступлений. Мы исследуем ДНК и определяем конкретный генотип человека. Работа с ДНК – очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. За год через лабораторию проходит свыше 3000 образцов. Но именно эти исследования являются стопроцентной доказательной базой для суда. Допустим, был обнаружен нож, да, и ДНК-экспертиза может определить именно, кто трогал этот нож и чья кровь на клинке ножа. Даже если преступник стер свои отпечатки пальцев, все равно биологические следы остаются. То есть в этом отношении ДНК дает намного больше информации, чем классические виды экспертиз. Если есть конкретный генотип человека, с кем можно сравнить, мы делаем сравнительную экспертизу. Если же выйдет генотип неизвестного человека, есть федеральная база данных геномной информации, по которой мы и проверяем. База существует около уже 10 лет. Каждый год она увеличится на около сотни тысяч человек. В основном это заключенные под стражей по тяжким либо особо тяжким преступлениям. Еще один плюс ДНК-исследований – их долговечность. Даже через десятки лет ДНК сохраняется и может послужить доказательством вины или невиновности. Последних могу вспомнить дело по алданскому насильнику, который было очень старое. В 2008 году вроде это было. И только в 2019 или 2020 году к нам попали вещдоки непосредственно, и мы их исследовали, и там был обнаружен непосредственно генотип подозреваемого лица. Спустя более даже 10 лет все равно ДНК сохраняется, и мы можем найти определенные ответы. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Более 1000 мирнинцев ежемесячно занимаются плаванием в бассейнах культурно-спортивного комплекса. Теперь у них появилась возможность сделать это правильно. Всем желающим тренеры по плаванию помогут исправить технику, научат правильно дышать в воде. Наши коллеги убедились в этом. 5 минут в воде, и вы уже другой человек, у которого не только открылось второе дыхание, но и укрепились мышцы всего тела. Но неправильное плавание может нанести урон здоровью. Врачи рекомендуют плавать на спине, потому что у нас осанка правильная, прямая, и, как сказать, у нас вода выталкивает мышцы и растягивает позвонок. Да, а если мы будем работать на груди, у нас особенно неправильно плавать, они начинают поднимать голову, да, допустим, какое-то приземление. Сегодня плавание – один из самых популярных видов спорта в КСК. Ежемесячно в «Кристалле» занимаются более 1100 взрослых и детей. Плавание считается одним из самых полезных видов спорта для здоровья. Здесь наряду с техникой очень важно правильно дышать. А как это делать, научат тренеры культурно-спортивного комплекса. Новичкам тренеры советуют начать с малого – выдыхать воздух под водой, а далее повторять это упражнение несколько раз. Сейчас, держась за борт, вы должны сделать вдох
погрузиться в воду и сказать на выдохе «я делаю пузыри». Со стороны может показаться, что правильно дышать очень просто. Но для того, чтобы научиться, может понадобиться несколько занятий с тренером. Тренер всегда расскажет, как правильно, укажет на ваши ошибки и расскажет, почему так делать нельзя. Именно данное упражнение по плаванию расскажет правильность упражнений, чтобы следить за своим здоровьем. Потренироваться с профессионалом в бассейне «Кристалл» можно, записавшись на свободное плавание. На занятии нужно подойти к тренеру и попросить помощи. Дополнительно записываться никуда не надо. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Амге прошли республиканские соревнования по волейболу памяти мастера спорта по национальным прыжкам, почетного волейболиста, отличника физкультуры и спорта республики Андрея Гаврилева. В турнире приняли участие команды из 6 районов республики, а также сборные команды из города Якутска. В двухдневном турнире среди мужчин победу одержала команда Амгинского района, а среди женщин сборная команда СВФУ из Якутска. От имени семьи Гаврильевых лучшим игрокам вручили денежные сертификаты. В рамках соревнований, посвященных 70-летию Андрея Гаврильева, в доме, где он жил, открыли памятную доску. Республиканский турнир памяти Андрея Андреевича Гаврильева проводится в Амгинском улусе каждые 2 года. И в этом году к нам в гости на соревнования прибыло среди мужских команд 9, среди женских команд 7 команд. Вот. И мы считаем, что эти соревнования станут отличным стартом перед отборочными соревнованиями Спартакиады Республики. Любители горнолыжного спорта проверили на готовность новый объект – горнолыжный склон с подъемным механизмом, который ввели в строй в Алдане. Официальное открытие склона состоялось. На празднике спорта работал Руслан Павлов. Город Алдан теперь по праву можно назвать столицей лыжного спорта Якутии. К уже знаменитым лыжным и биатлонным трассам здесь прибавился горнолыжный склон. Его разработка началась в конце 2016 года по инициативе Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта. Идею поддержал глава района и местные производственные предприятия, которые способствовали появлению спортивного объекта. Поздравляю всех с этим радостным и долгожданным событием. Уверен, что это послужит дополнительным стимулом в развитии как массового спорта, так и внутреннего туризма в районе. Склон получил имя «Селигдар», а вместе с брендом солидного попечителя, который будет помогать и продвигать горнолыжный объект. Накануне было подписано соглашение о партнерстве между Центром спортивной подготовки по зимним видам спорта и золотодобывающей компанией «Селигдар». Это называется «Селигдар» в первую очередь, потому что они приняли максимальное участие в строительстве этого спуска, а во-вторых, они теперь будут шефствовать над этим склоном, над этим комплексом. В планах развития этого комплекса установка бэби-лифта, детских горок для тюбинга и некоторые инфраструктуры для проката и так далее. Да, мы будем тут все время присутствовать и будем понимать, что происходит. И если какие-то тут будут темы с развитием связаны, мы будем участвовать обязательно. Вы как относитесь к горнолыжному спорту? Сами катаетесь? На самом деле, наверное, уже время мое прошло катание. Но, тем не менее, я поддерживаю 100%. Для города это очень важный объект, считаю, тем более для нашего зимнего места жизни. Поэтому это очень правильно. Я думаю, что тут последствия будут, и спортсмены у нас будут, и призеры, я не знаю, олимпийский чемпион. Горнолыжный склон представляет собой спуск длиной 650 метров, имеет механический подъемник и предназначен для учебно-тренировочных целей. Учиться кататься на горных лыжах здесь смогут как взрослые, так и дети, что, безусловно, популяризирует горнолыжный спорт в массах. Профессионалы и любители горнолыжного спорта оценили подготовку склона и получили незабываемые эмоции. Склон классный, очень скользкий, скорость хорошая. Подъем тем более, скорость рассчитана вообще хорошо. Удобство на высоте. Классный склон. Спортивный объект введен в эксплуатацию и уже этой весной привлечет внимание туристов и любителей горнолыжного спорта. Как говорят лыжники, вкатка уже дала результат. Места в гостинице Алданского центра по зимним видам спорта уже полностью забронированы на март-начало апреля. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. А туристы со всей России едут в Республику Алтай на горнолыжный курорт Телецкий. Комплекс располагается рядом с Телецким озером, которое является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в материале наших коллег.
Это район чистейшей экологии и природной красоты. Влияние открытой воды Телецкого озера создало самые благоприятные климатические условия для прибывающих. Мягкая снежная зима, отсутствие сильных ветров, большое количество солнечных дней. Отдыхающие влюбляются в эту местность и ежегодно стремятся сюда. Мы приезжаем уже лет 5 сюда отдыхать. Нам очень нравится, конечно, свежий воздух. Вокруг красота. Конечно, отличные трассы. Поэтому с удовольствием катаемся. По официальному заключению Томского НИИ курортологии, эта местность является лечебно-оздоровительной климато-бальнеологической местностью первого ранга. К примеру, здесь продолжительность солнечного сияния с ноября по апрель – это 723 часа. А в Сочи за этот период солнечное сияние продолжается ровно 683 часа. В любую погоду интересно кататься. Даже в снегопад вчера очень было. То есть, кататься интересно в любом случае. Погода шибко не влияет. Конечно, такая погода намного лучше. Гора Кокуя – уникальное место для горнолыжного курорта. Крупный горный массив с перепадом высот более 800 метров позволяет проложить трассы на несколько километров и приравнивается к параметрам мировых горнолыжных центров. Самая длинная трасса у нас 5 километров, променад называется. Максимальный перепад между верхней станцией канатной дороги и нижней на Бугиле 830 метров. То есть, такие показатели достаточно хорошие даже для альпийских курортов. Уже сейчас на курорте запущено более 17 километров горнолыжных трасс различного уровня. Работает вся необходимая инфраструктура. Канатные дороги, прокат снаряжений, кафе, бар, гостиница, спа-центр, баня. Когда начался коронавирус и когда закрыли за границу, то какой-то всплеск, возможно, и произошел. Хотя у нас это поступательное увеличение, оно шло от того, что мы все-таки каждый год у нас появляются какие-то новые трассы, новые объекты. Поэтому сложно сказать. Но сейчас, я так понимаю, Европа надолго нам закрылась. Поэтому, наверное, поток из центральной России, наверное, увеличится. Ежегодно в горнолыжном курорте Телецкий проходят фестивали и спортивные мероприятия, фрирайд и фристайл, а в окрестностях проводят снегоходные экскурсии, катание на собачьих упряжках, на аэросанях по озеру, есть пешие экологические тропы. Горнолыжный курорт Телецкий обладает огромным потенциалом для развития горнолыжной, оздоровительной, экскурсионной инфраструктуры. Идем далее. Профсоюз Айхальского ГОКа совместно с коллективом «Карьера юбилейный» провели благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья. За лидерство в добыче алмазного сырья «Карьера юбилейный» получил денежный сертификат от профсоюза «Профалмаз». Деньги решили направить на благотворительность. Сотрудники закупили средства личной гигиены и развивающие игры для юных айхальцев. Подарки получат минимум 4 семьи. Мы оказываем адресную помощь самым маленьким жителям поселка Айхал, нуждающимся в особенном уходе и особенной заботе. Эта акция у нас проходит впервые. Надеюсь, это станет доброй традицией. Искусство лечит. Картины якутской художницы Миры Аргуновой теперь украшают стены Республиканской офтальмологической клинической больницы. Выставка приурочена к столетию якутской автономии. В экспозицию вошли 11 картин, среди которых пейзажи, натюрморты, портреты и сюжетно-тематические картины. Подробности у Оксаны Устиновой. Картина «Многоликая Россия». В ней изображены представители нескольких народов в своих национальных костюмах. Она отображает культуру, духовность и дружелюбие. Картина экспонировалась в Малой Третьяковке на Крымском балу. Мира над ней работала достаточно долго. И все ее 11 работ, которые выставлены в глазной больнице, выполнены в основном в технике масляная живопись. Главным образом мы подобрали картины, которые получили признание у публики, были удостоены наград на выставках и конкурсах. Тематически действительно выставка приурочена столетию ЯССР. И поэтому в основном тут картины, которые отображают, передают духовную и материальную культуру Якутии, ее уникальную природу.
Рассматривая картину, слушая музыку или читая роман, мы, пусть и на несколько минут, обретаем гармонию. Созерцание успокаивает и даже лечит. Научные исследования подтверждают, а на практике, как говорят врачи, это ускоряет процесс выздоровления после хирургических операций. Люди приходят к нам возвращать зрение. И благодаря возвращенному зрению они видят прекрасные произведения искусства. То есть вот такая вот преемственность, да, в части, что искусство лечит, и мы здесь помогаем людям, восстанавливая зрение, видеть образы, воспринимать их иначе, возможно. И в голове у людей формируются новые ассоциации. Безусловно, здесь больше направлено на духовное восприятие. Понятно, что когда человек приходит в больницу, то это ощущение больничных стен, это тяготеет, а здесь заходишь и совершенно другие образы, да, нашей родной природы, наших известных там, артистов балета, хомусистов. Это совершенно все по-другому. И уже настроение меняется. Ты уже сидишь с другими мыслями, и очереди время быстрее протекает, хоть у нас они сейчас не такие большие, но тем не менее люди это чувствуют. И мы вот разговаривали с парочку пациентов, которые застали в момент просмотра картин, и они делились вот этими эмоциями, делились этими впечатлениями. Конечно, для нас важно всегда мнение пациента. Поэтому, я думаю, мы справились, потому что мнение было очень положительное. Красота и многогранность, природа, известные лица республики. Все это можно созерцать на полотнах Мира Аргуновой в глазной больнице на первом этаже поликлиники. Ее картины создают атмосферу комфорта, радуют сотрудников и пациентов. Я думаю, здесь в больнице они это купили или там просто повесили. Я не думала, что это выставка. Там природа такая была. Очень даже мне понравилось. Ну, вообще такие позитивные картины. Угу. Мне понравилось. Настроение поднялось? Конечно, конечно. Глаз радует. Угу, глаз радует. У человека хорошая рука, сразу чувствуется. Раньше видели, да, что в больницах? Ну да, раньше не было такого. Я вот вчера сидел, думал, ага, как это они умудрились так. Идея понравилась? Да, идея очень, очень хорошая. Люди же тут больные очень долго сидят, все равно же надо как-то просвещаться, а тут обычно медицинские эти вещи никто ее не читает. Очень красивые, очень понравилось. Такие красивые, ну, национальности, такая красивая, очень красивая. Оригинально и, да, в самом деле как-то необычно, потому что в таком центре, да, вроде бы и люди слабовидящие как-то, да, все равно обращают внимание, подходят, смотрят. Ну, будут интересоваться, будут смотреть. Кто-то, может, в интернет зайдет, посмотрит, поинтересуется, что там, да как там. Даже я тоже зайду в интернет и поинтересуюсь, что за картины, к кому относится, кто там на картинах. В глазной больнице, помимо медицинской помощи и заботы врачей, пациенты теперь получают еще и то, что вселяет веру, придает силы, возможно, станет внутренней опорой во время лечения. По словам главного врача, проект состоялся, и у него большое будущее. Уже сейчас они договорились еще с одним известным художником. И совсем скоро здесь появятся его работы. А картины Мира Аргуновой украсят коридор поликлиники еще 2 месяца. Также в перспективе их ждет благотворительная миссия. Картины будут переданы в дар детским учреждениям республики. Оксана Устинова, Георгий Охлопков, Якутск. Якутия вошла в число финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Территория гастрономического туризма». Престижная премия вручается по итогам прошлого года по 15 номинациям и направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В конкурсной, деловой и выставочной программе финала премии приняли участие представители 32 регионов страны. По итогам публичных презентаций Якутия стала лауреатом 2-й степени, а регионом-победителем названа Ростовская область. Якутия была представлена как регион, обладающий огромным потенциалом в сфере развития гастрономического туризма. Мы рассказали о таких направлениях, в рамках которых туристы смогут посетить республику и ознакомиться со всем многообразием якутской национальной кухни, в том числе о национальном празднике Эсэх и ежегодном гастрономическом фестивале «Вкус Якутии». Кульминацией презентации стали зрелищное строгание и дегустация строганины из якутского озерного чира от ресторатора Лукина Иннокентия.
В преддверии юбилейного Сахалонхо в Верхневилюйском Улусе и Дня народных мастеров республики, а также в честь Года культурного наследия в России, в селе Верхневилюйск провели выставку-конкурс для умелых мастеров разных сфер. Участие приняли 25 человек из 8 наследов. Талантливые мастера со всего Улуса собрались в Доме культуры показать свои работы. Есть изделия из конского волоса, дерева, железа, из рога сахатова и из разных видов ткани. Народный мастер Надежда Тюляхова приехала из села Аргет. И вот моя новая работа называется «Депся». Это для седла, под седло. Это зерно, а это я сделала как бы, нигде нету такого. И вот это я сама взяла из традиционного плетения сырье. Рисунок. Также проводились разные мастер-классы. На выставку посетители приходили с 10 утра до вечера. Такая работа у них изумительная, могу сказать, и тонкая. Это очень кропотливая работа. Например, из конского волоса я видела картины, аппликации. И очень понравилось куклы. Сделали... Вот у Павловой Ирины очень хорошие работы. Лоскутная мозаика, кажется, называется, техника. И я тоже сама занимаюсь немножко рукоделием. И мне всегда интересно, что делают другие люди. Роберт Сафронов – учитель в Харинской школе. В мастерской он обучает 10 детей разного возраста мастерству ковки. Вот иногда делаем ножи из береста, вот, и выжиганием рисуем якутские рисунки. 10 класс Семена Спиридон сделал. Сам делаю ножны. Изделия были сделаны и по старинным якутским традициям, и те, которые сейчас в тренде. Фантазия и возможности наших мастеров не имеют границ. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Предваряя первый весенний праздник, Государственный театр эстрады приготовил новый музыкальный спектакль по пьесе, написанной Эльдаром Рязановым и Эмилием Брагинским в 1971 году. Служебный роман в якутском варианте покажут с 8 по 13 марта. Главные роли исполнят Ника, Анатолий Горохов, Санита Ай, Люси, Тамара Попова. Над спектаклем работали режиссер Татьяна Чаранская, декоратор Николай Друзьянов, костюмер Амгалена Нотара. Спектакль посвящается 95-летию советского режиссера Эльдара Рязанова и 45-летию выхода фильма «Служебный роман». И в 1971 же, в том же году в Москве, в Ленинграде в театрах поставили эти спектакли. Дальше уже не было, по-моему, этих постановок, потому что в 1977 году уже Эльдар Рязанов снимает фильм «Служебный роман». Ну и все, потом затишье, по-моему, ни один театр не ставил, и вот мы решили, осмелиться. Немножко побаиваемся, конечно, а потом еще и билеты так хорошо все ушли. И поэтому немножко страшновато, волнительно. А в первый день марта в России отмечается День кошки. В эту дату принято проводить различные благотворительные акции. Владельцы кошек убеждены, без них дом не может быть уютным. Если питомец заболевает, хозяева осваивают необходимые манипуляции, в том числе уколы и перевязки. У Патрика серьезная травма лапки, лечение, по прогнозам ветврача, будет длительным. Софии, хозяйке 7-летнего котика, предстоит научиться делать подкожные и внутримышечные инъекции. Курс инъекций сейчас получает и Фростик. Кот идет на поправку, а его владелице Карине предстоит подобрать любимцу новый рацион. Заболела, у него были, почти почки отказали, но нам помогли. И ему уже стало очень, лучше намного. И мы очень рады. А так теперь даем ему лекарства и решили, что нужно купить хороший корм. Потому что не хочется, чтобы повторилась опять с ним проблема. Сегодня и Всемирный день комплимента. Точной информации о том, кем и когда был учрежден такой интересный праздник, в интернете нет. Главное – это идея учреждения праздника, спонтанное желание людей сделать один из дней в году более ярким и теплым. Далее расскажем, какие еще даты сегодня отмечают. На календаре 1 марта. Сегодня отмечают Всемирный день гражданской обороны. Всемирный день комплимента.
День экспертно-криминалистической службы системы МВД России. День хостинг-провайдера. День кошек. Международный день блина. По народному календарю наступает Ярилин день. От солнца земля нагревается, ярится. К нему тянется все живое, чтобы набраться сил и окрепнуть. Ярила был не только богом солнца, но и богом плодородия. А потому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка. В этот день Мишель де Нострадам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчество Мишеля Нострадамуса». Ремингтон начал производство первой пишущей машинки. Был представлен промышленный образец, достаточно надежная и удобная модель пишущей машинки. В Амурской области Российской Федерации по указу президента России был образован новый государственный испытательный космодром, получивший название «Свободный». 2 года назад в России был принят закон об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести». В этот день родились Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения; Вера Менчик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин; Нина Сазонова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР; Ирина Купченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР; Владислав Листьев, советский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ; Томас Андерс, немецкий поп-певец, актер, композитор, бывший солист группы Modern Talking. Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан. В завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня переменная облачность и минус 12. Небольшой снег, ночью похолодает до минус 20. Порывы ветра от 2 до 6 метров в секунду. В Нерюнгри тоже переменная облачность, минус 11 градусов. Временами идет снег. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 21 градус. Ветер до 4 метров в секунду. В Ленске облачно, минус 10, небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до минус 18 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. В Мирном тоже снегопад и переменная облачность, минус 14 градусов. Ночью похолодает до минус 26. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый от 1 до 3 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 16, кратковременный снег. В Якутске ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 24. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. К этому часу это все новости. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до свидания.